Сегодня что мы наблюдаем? Сегодня наблюдаем, дайте нам дорогу асфальтированную, дайте нам свет, дайте нам там футбольные поля, дайте нам баскетбольные поля, дайте нам спортивные залы. Слушайте, наша страна воюет сегодня. Мы воюем со всем миром. Ведь что, элементарно каждому человеку нужно объяснять, что у нас деньги, бюджетные деньги идут на военные расходы, увеличиваются. Мы же зарплату никому не урезали. Абсолютно. Есть кто-нибудь, кому зарплату не платили в районе? Учителя, садики или другие учреждения, которые к нам относятся? Или другие? Нету никаких. Есть какие-то социальные выплаты, которые не выплатили? Это что за маразм такой идет? 2 года мы людей, добровольцы, собираем в армию. 2 года собираем. 2 года собирать ни одного человека с некоторых населенных пунктов отправить не могут. Им дома культуры отремонтируйте, им асфальтированные делайте, им воркаут-площадки поставьте, бассейны поставьте. Это что за отношение такое к государству своему? Это где такое видно, где вот такая гражданская позиция такая? Для кого мы это все делаем? Наши молодые ребята 25-30 лет погибают, умирают там, потому что заменить неким. Менять их неким. Все жалуются, почему в Курске такая ситуация. А что, несколько тысяч километров прифронтовых, сколько человек должны охранять? Об этом почему никто не думает? Почему ни один человек, ни один глава, ни один представитель населенного пункта не идет, не говорит, что мы людей отправим в армию? Вот такое отношение, я думаю, что нужно поменять отношение к своей родине, в первую очередь. Что, какую-то медицинскую помощь кому-то не оказали, что ли? Или какую-то помощь, которую нужно первоочередную, не оказали кому-то? Вот такое отношение, я думаю, что это может быть не сегодняшний разговор, который здесь должен был быть, но в том числе и здесь тоже он должен быть. Мы за год отправили добровольцев 14 человек в армию. За вот 7 месяцев, которые прошли, ушли с района. 1 000 000 рублей сегодня дают единоразовые пособия. 210 000 рублей ежемесячные выплаты дают. Доклады, я думаю, что особо долгими не будут. Почему? Потому что здесь в основном будет выступать заместитель главы администрации Гединов Гамин Магомедович. Первый вопрос о результатах деятельности отдела образования по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений и вопросы безопасности образовательных учреждений. На сегодняшний день с 1 числа комиссии мы находимся на приемке школ перед новым учебным годом. Как вы все знаете, первостепенная наша задача, находясь в образовательных учреждениях, это противопожарная и антитеррористическая безопасность. На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях района, без исключения, во всех школах есть телефоны экстренного вызова. Я даже никому не доверяю, заходя в образовательное учреждение, сама звоню. Вот, наверное, если представитель есть, вот эти дни все на связи. И телефоны экстренного вызова, и металлоискатель есть во всех образовательных учреждениях. А что касается противопожарной безопасности, есть места, где отсутствуют вот эти вот ящики с песком. Ну, мы определенно им делаем замечания для руководителей. Они в свое время, я думаю, до 1 сентября могут работать над устранением этих недостатков. На сегодняшний день у нас в 5 образовательных учреждениях есть частная охрана и планируется еще в 5 образовательных больших школах. В целом, вот все, что касается первостепенная задача до начала учебного года, что мы планируем. У нас еще остались только Удзринская 2 школы и Хунзалский 1 сад. На сегодняшний день, что касается подготовки этих школ, я могу сказать, что на сегодняшний день 99% школ и сады готовы к приему детей. О необходимости принимаемых профилактических мер по недопущению участия молодежи в несанкционированных протестных акциях, а также массовых антиобщественных проявлениях, формирующих угрозу совершенствования террористических угроз и совершения террористических угроз и преступления террористической направленности, совершивших в Махачкале и в Дербенте 23 июня 2024 года.
Конечно, и не только 23 июня 24 года, и в октябре, ноябре 23 года мы это все видели. Почти 5 тысяч, 7 тысяч молодых людей, которые, они же откуда-то вышли. Они же, каждый из них с какого-то населенного пункта вышел, какого-то города вышел. Все же знали, что эти люди туда идут. Если родители не знали, друзья знали. Если друзья не знали, товарищи знали, знакомые, соседи видели это все. Как так могло быть, что 7 тысяч человек, которые мы не можем в армию отправлять, а 7 тысяч молодых людей, которые ломают стекла, бьют, ищут евреев, генератора самолета. А для чего это все делается? Зачем? Это потому что мы им не объясняем это все, мы не разъясняем. Да, хорошо, повезло спрятать, смогли там 10-20 человек, которые наши принимали участие. И что они получили? По 8-10 лет тюремного заключения? Вот это наша заслуга. Вот это наша заслуга, получается, прямая заслуга наша, муниципалитета и всех служб, которые у нас здесь находятся, что мы допустили это все. Мы завтра, послезавтра, на следующей неделе, Шамиль Варисович, Рамазан Амарович, будем проводить совещание с главами. Я вас туда тоже приглашаю. По всем этим же вопросам, эти же вопросы там тоже будут с главами, с другими, с имамами. Мы постараемся с каждого населенного пункта, чтобы вот это проявление у нас, чтобы у нас не было, чтобы в этих позорах, чтобы мы не участвовали. Гамид Магомедович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, аналогичный вопрос мы рассматривали на заседании АТК в первом квартале после нападения на аэропорт. Но этот вопрос он актуален и сегодня. По поручению главы Сергея Ивановича Великого мы рассматриваем этот вопрос на очередном заседании в связи с совершившимися этим терактом 23 числа. Здесь он отметил на оперативном штабе тоже и на заседании АТК. И поэтому мы решили еще раз рассмотреть этот вопрос на очередном заседании. Ну, после совершения вот этих терактов, в действительности, глава тоже отметил, у нас было пару выступлений, осуждения вот этих терактов, пару спортсменов выступило, через медиа, через СМИ, и было выступление мое через Музах ТВ. Дополнительно каких-то других мероприятий, к сожалению, мы не проводили, поэтому сейчас нам надо будет в конце года уже и отдел образования, здесь есть поручение, и отдел молодежи и спорта, и отдел культуры, какие-то изменения, дополнения делать в своих планах и быть готовым к отчету о проделанной работе среди молодежи, среди подрастающего поколения, среди населения. И в четвертом квартале будет заслушивание руководителей этих учреждений. Или в четвертом и в первом квартале такого следующего года. Поэтому там определимся, кто будет выступать, отчитываться, или все вместе, или там по очереди посмотрим. Один вопрос. В этом году 111 выпускников сдали ЕГЭ. 110 будем там говорить. Из них 25 человек поступили учиться. Или 30. Ну, в пределах, давайте так будем, давайте 50 человек поступили учиться, о них плохо или хорошо заботится государство, места, где они учатся, остальные 50 человек, как мы их охватываем? Как мы охватываем вот эту молодежь? Не детей, которые в школах, мы все мероприятия проводим, молодежные мероприятия силами школьников. А где охват вот этих детей, которые закончили школу? Чем они занимаются? Профтехобразования у нас нету, средних специальных образований у нас нету. Школу они закончили плохо или хорошо, вытащили мы их за пределы школы, и все, и никто не знает, чем они занимаются. Практически это та молодежь, вот вся та молодежь, которая была в аэропорту. Вот они, которые сидят в телефонах, лежат на диване, говорят, там, Меликов не так ходил, там, Абдул-Муслим не так смотрел на людей, мы должны там это делать, мы должны то делать. И вот эти люди, которых мы практически бросили на произвол судьбы. Работу мы их не обеспечиваем. Если они работают, это очень хорошо. Если они занимаются туризмом, это тоже хорошо. Надо поддержать, поощрить надо таких людей, если они этим занимаются.
В чем я не сомневаюсь, 10% этих людей, но 30%, 40% людей, это получаются те люди, которые ничем не заняты. Вот это напишите протокол, если вы ее не записали, основной упор делать на тех людей, которые закончили школу, еще не отслужили в армии, еще не совсем самостоятельную жизнь, которую прошли. Здесь надо отметить, тоже духовенство хотелось рекомендовать, чтобы саму пятницу в этих проповедях есть ребята с отдела просвещения, чтобы они тоже акцентировали внимание. Я на всех этих подробностях не буду останавливаться. В решениях протокола есть, вы можете их ознакомить, потом, если у кого-то какие-то предложения будут, добавлять, изменения делать. И все, кому какое решение, там указывают, что делать. Поэтому вопрос был, да. У нас вообще вот в районе функционируют какие-то кружки вот, типа военно-прикладной направленность, патриотическая направленность, кроме вот этой школы-интерната. Других же нет у нас, да? Кружками у нас заняты практически все школьные, ребята школьного возраста, они все заняты по тем данным, которые у нас есть. 3 спортивные школы, которым почти 60 или 70 тренеров. Ну, спортивные школы. Спортивные школы, да. Ничего у нас нет. Единственное, что в лучшем случае, который мы здесь проводим, это военно-спортивная игра «Зорница», между школами редкое исключение. И все, и то, что мы... класс должны мы сейчас открывать на базе Аранинской школы. Там должен быть чисто, мы даже хотим кадетский класс. Если получится, там такой разговор был именно на базе, там указание было Сергею Алимовичу, генералу пограничной службы, чтобы там был один класс военного характера, да, кадетский класс. Сейчас пока еще это просто класс переодеть в форму не получается, это не является классом. Там нужны свои планы, проекты, лицензию на это получить, там все у них свое должно быть отдельно. Поэтому это все прорабатывается. Я думаю, что где-то до конца этого года, не учебного года, а года, я думаю, этот вопрос, там помещение уже определено, самое большое помещение в этой школе, в Аранинской школе. Один вопрос. Второй вопрос, то, что военно-патриотическое воспитание молодежи мы уделяем мало внимания, это со школы идет. Я когда в школе учился, я знаю, что я с закрытыми глазами за 20 секунд мог автоматы разбирать и собирать в школе. Автомат Калашникова. Я знал каждую деталь, я знал, что с ней надо делать, как надо стрелять и так далее, и тому подобное. Не говоря уже там, что такое. Вот сейчас спросить 10-классников, что такое противогаз. Они не знают, что такое противогаз. Не говоря уже там защитный комплект. Общевойсковой. Они вообще не знают, что такое ОЗК. С этого года новый предмет МВП на место ОБЖ. Да, вот ОБЖ мы ее сделали, и получалось, что мы вот этот, я в 9 классе мы ездили, вот Батлайч, там стрельбы проводились, в 9-10 классе с автоматов стреляли. У нас в школе тир был, с малокалиберной винтовки стреляли, ТОЗ-8. Ну, это все воспитание мы тогда в школе получали, сейчас же этого всего нет, поэтому... Предмет новый ввели уже, может, что-то изменится, ситуация изменится, наверное. Да, я думаю, что потихоньку мы придем к тому воспитанию, которое мы получали в советское время в школах. Да, и вот по событиям хотел вот это, что было в июне 2004 года. Ну, сейчас тенденция такая, с позиции отдела своего скажу, тенденция такая радикализация молодежи. Это все вернулись мы в прошлое, то, что вы говорили. Это в первую очередь неохваченная молодежь, которая бездельничает, грубо говоря, да. Радикализуется она, как правило, также в этих местах притяжения, каких-то молитвенных комнатах, неохваченных мечетях, именно муфтиатом, традиционным исламом. Также радикализуется она в сети интернет, посещая какие-то группы, страницы. Ну, наша задача, я вот знаю, у нас действует группа мониторинга интернета, да? Она на постоянной основе же действует, как АТК у нас и работает, да? Ну, какие-то значимых результатов я никогда вот не слышал, что работает в другом месте, там, что вот здесь, что они какой-то в ходе мониторинга что-то увидели, выявили, какой-то, ну, как бы упор давай сделаем и предложение, протокол несем, давай заслушаем руководителя группы, наверное, старшей группы там, да, что он скажет, какую работу он проделывает. Это, ну, мы думаем, что она какая-то группа, всего лишь там 2-3 человека, но она значимый вклад может в эту борьбу, своевременное выявление радикализации нести.
как одно из предложений. Хорошее предложение. И более того, эти ребята молодые, они же тоже не совсем вовлечены. Вот они будут понимать значимость своих, если будем спрашивать, что они сделали и как они сделали в этом направлении. Или если что-то нужно им помочь. Да, есть здесь какая-то. узкопрофильные специалисты у нас подразделения, которые могут помочь, подсказать, на что обратить внимание. Где какие слова, где какие сленги, что-то, где можно выявить что-то. Да, в принципе, все, что хотел бы. И третий вопрос. Мы стараемся. И с муфтиями встречались вместе с имамами района со всеми имамами и их представителями. И с ними мы встречаемся постоянно. Вот тот вопрос, Жамиль Варисович, который мы сейчас поднимали, неохваченные мечети, это лучше всего знают они. Это по большому счету получается те люди, которые не слушаются или там не подчиняются, или ведут свою какую-то идеологию. Это больше, чем мы, они лучше знают. Я думаю, что и от них нам нужна помощь. Здесь ничего такого зазорного нет, если они скажут, что в этой мечети ведут пропаганду в том направлении, которое, да, чем раньше это будет, тем лучше для нас. Мы хотя бы будем прикрывать эту линию. О результатах проделанной работы по оформлению правоустанавливающих документов культовых объектов религиозных учреждений на территории района и о принимаемых мерах по исполнению решения постановления правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года 1165 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций в форме паспорта безопасности объекта религиозных организаций. Гамид Магомедович, прежде чем начнете, мы буквально вот 3-4 дня назад был в ВКС, сидели мы на этом ВКС, там был и муфтий, и раввин, и все остальные были, и поднимали вопрос, сколько мечетей в Хунзавском районе? 76. 50 населенных пунктов, 75 мечетей у нас в районе получается. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот где молодежь занята, вот где люди заняты, где идет воспитание идеологическое, наше воспитание идет. Вопрос встает второй. На какой стадии эти мечети? Абсолютно никаких документаций, абсолютно никакой документации, начиная с выделения земельных участков, начиная с разрешения на строительство этих мечетей, начиная проекта сметной документации, это мы все до сих пор делали просто на ура. Это был малинский вариант, построили мечеть, потом поставили на учет или даже не ставили на учет. Теперь категорически запрещено. Уже все приостановлено, все строительства всех мечетей, до того, как подготовят проектно-сметную документацию и разрешение на строительство. Второй вопрос, который прямо поднял и муфтий поднял, и глава республики поднял, сколько мечетей платят коммунальные услуги в Хунзавском районе? Сколько платят, Юсуф? 7 миллионов рублей задолженность перед электросетями мечети Хунзавского района. 7 миллионов рублей. Что надо делать с этой ситуацией? Как надо это делать? Эти же вопросы нужно решать. Эти же первоочередные задачи. Мы строим мечеть, которая стоит 10-15 миллионов рублей, стоит каждая мечеть. А 7 миллионов рублей за использование электроэнергии. Мы не говорим о использовании воды, канализации и так далее, о других коммунальных услугах. Мы сегодня не говорим ни о чем. Мы говорим только газ и электричество сегодня. Это первый вопрос, который нам тоже задают. Чтобы этого всего не было, Гамид Магомедович, что делается и как делается эта ситуация? Должен был докладчиком быть сегодня имам района Ахмад Хаджи. Он в отъезде на учебе за пределами Дагестана, поэтому я сам решил подготовиться и коротко довести до вас, какая у нас ситуация в районе. Так, для сведения, что у нас в районе, как сказали, 76 мечетей, в том числе 45 чума мечетей и 31 квартальных. Из этих мечетей у нас на сегодняшний день мы правоустанавливающие документы подготовили на 14 мечетей, чтобы у вас было представление, поэтому 1165, нет, 14. 1165 постановлению, там паспорта безопасности должны быть
на джума мечети, которые одновременно собираются более 50 человек на намаз. И поэтому мы 14 мечетей представили, правоустановленные документы на землю, на здание, и представили их Министерство по национальной политике и делам религии. В октябре месяце они будут, вот эти 14 мечетей будут включены в реестр республиканский. После включения, утверждения вот этого республиканского реестра мы можем только тогда включить, завести на эти объекты паспорта безопасности. Образцы, как это делается у нас, готовы для них, скажем, да, заведенные паспорта, и им тоже дадут, и у них тоже они есть, если ему не передали, образцы, так скажем, методическая, практическая помощь от нас для них всегда будет. И поэтому на эти 14 мечетей мы, как в октябре этот список утвердят в реестре, все 14 мечетей должны паспорта завести. Остальные у нас из 76 мечетей 36, по имеющей моей информации, только регистрированы в Минюсте. И я думаю, ребята, мы еще по приезду с имамом застыкуемся, все остальные, которые не зарегистрированы в Минюсте, они должны быть зарегистрированы. Те объекты, которые сейчас мы зарегистрируем, как по приезду, и у нас начальник отдела, вот они сейчас и занимаются вот этими земельными вопросами. Есть и требования прокуратуры, чтобы мы провели это все в порядок, привели. И сейчас плотно занимаемся правоустановленными документами этих объектов. И к концу этого года, в принципе, мы должны всеми усилиями эту работу завершить. Понимание со стороны духовности есть, Ган? Кино галузан большой машкил, амскином ход из Ниже WhatsApp группа алдачу имамыз тазон группа строгит айткел до конца года, скорее всего, был кино. Поэтому резерв они сложившие ситуации кино он имеет кино гел кезо документы оного землемеры сухидос об джо чезион хор зелен конфликт проблемы через кино документы он особ. Несанкционированная акция была, но эта акция была именно направлена на призывы, не на противоправные действия, на поддержку того или иного действия. Мы этих людей пригласили, стало известно, пригласили, и за переговорами с позиции, не из позиции силы закона, а на человеческом языке, что бумеранг закона она к вам вернется. Сели, поговорили и спросили, нужна вам эта акция вообще, она что-нибудь пользу это принесет. В ваших головах эта акция, она как бы намеренная, на поддержку чего-то, а в головах, которые дестабилизируют обстановку, они будут ее использовать в других целях. Это все людям разъяснили. Ребята сказали, мы эту акцию тоже не планируем, не собираемся делать. Вот так мирно мы разошлись. И эта акция тоже на территории района не была проведена. Это о чем говорит? Это профилактика, если мы будем практиковать, и каждый будет участвовать в данной профилактике, которые каким-то образом на кого возложены эти обязанности. Эффект будет другой, и понимание общества будет другое. Они не ушли от нас за то, что полиция им пригрозила или что-то там объяснила, что мы это не будем участвовать в этой акции. А ушли, что пониманием, что на самом деле это не нужно. Именно на сегодняшний день. Поэтому внимание обращать, это из практики то, что у нас в районе было. Вот это массовых беспорядков, участок, мы сами знаем, призываем собираться для чего-то, а дальше уже используют для других своих целях, как бы выставлять всю республику и район. К счастью, наши жители в этих акциях не принимали участие. Участие принимали именно в аэропорту, который за пределами нашего района проживает, и являются нашими уроженцами. Но каждому при любых призывах мы даем предостережение с выездом именно в населенный пункт, где бы он там, чтобы не было, мы им даем предостережение и тоже призываю разъяснять и в школах, и везде последствия, какие могут быть, сколько судеб они уже поломали именно того, что решили участвовать в каком-то акции, которые призвали, кто знает, кто и не знает для чего. Пример неформированный, на самом деле,
если мы будем реагировать, на самом деле можно избежать очень много последствий и спасти и многим ребятам судьбу. Сказать, мизерная работа от той части, которая идет в соцсети, телеграм-каналы вербуют, WhatsApp-каналы вербуют. Сейчас основная молодежь по YouTube и основная направленность вот этих взглядов, они идут от соцсетей и с иностранных этих каналов. Поэтому, если есть возможность, пожалуйста, обратите внимание, вот эти телеграм-каналы и эти WhatsApp-каналы, которые сейчас в группах. Вот эти в Махачкале, то, что было, тоже было совершено в закрытом телеграм-канале. Соответствующие органы, чтобы приняли меры по контролированию. Это все понятно, но какой бы закрытый канал ни был, он же не индивидуально идет. Ни одному человеку же идет сообщение идет Магомеду, Али, Умару. И все, что ли, они получаются такие идейные, которые не могут сказать, слушай, вот здесь такое сообщение пришло, это что мне делать с этим сообщением? Неужели все они идейные? Нет, это наше упущение. Когда я Сайпуле позвонил, я говорю, Сайпула, ты чем занимаешься? Ты почему этих людей не отговариваешь? Он же начал звонить этим людям, которые потенциально, которые могли быть в этом месте. Мы же 70-100 человек отговорили от этого. Это же получается, кто-то же из этих людей знал, что Али идет. Почему мы не могли сказать, Али, ты ерундой не занимаешься, ты что это, кому ты веришь, кому ты доверяешь? Пускай это человек, который тебе позвонил, сперва первым станет там в ряду. Посмотрим, как он это сделает. Это же наша задача. Мы закрывать все каналы не можем и следить за всеми каналами не можем. Но если я получил, он получил, неужели среди них нету ни одного человека, который соседу своему сказал, я вот такое сообщение получил? Есть же такие люди. Вот на что мы не реагируем. Вот на что мы упускаем сегодня. То, что мы упустили в 90-х годах, в начале 90-х годов, когда эти все проявления начались, тоже говорили, давай мы на корню это все устраним. Мы упустили это все, и до чего мы дошли. И сейчас тоже самая ситуация будет. Кто-то сидит за границей, кому-то там делать нечего, не знает, куда девать деньги. И начинает будоражить там. А то, что было в аэропорту, это коммерческие интересы чьи-то. Там же не было никаких других вопросов. Это коммерческий интерес чей-то, и какая-то молодежь вот расплатилась своими, не знаю, там, 10 годами своей жизни. Еще раз говорю, внимание, расслабляться нам нельзя сейчас. Никто не знает, где это все стрельнет. У нас потенциал самый большой для этих террористов. Хунзавский район. У нас расположение пограничной службы здесь, в центре Дербент, Хунзав, там еще кто-то. Им не нужен этот застава, не нужно, ничего не нужно. Это же центр здесь. Поэтому я думаю, что всегда должны быть готовы ко всему. И любая информация важна. Любая информация. Правильно Шамиль Магомедович сказал, если у него 70 человек, у духовенства в районе только 70 имамов, плюс еще 70 помощников, еще 20 этих людей. 500 человек здесь есть, которые мы можем защитить себя.